В прямом эфире информационная программа «Вести. Чеченская республика». Мои коллеги и я, Рамзан Абуев, готовы рассказать о самых заметных событиях к этому часу. Ассаламу алейкум. Главное сегодня. Единение с природой. Рамзан Кадыров показал гостям из Объединенных Арабских Эмиратов горные красоты и провел вечер у костра вдали от городской суеты. Больше возможностей. Вице-премьер Айшат Кадырова передала музыкальные инструменты и аппаратуру детским школам искусств. Спорт – норма жизни. Бассейн для прыжков будет оснащен трамплинами в 4 уровня. На данный момент завершены работы по установке 3 и 5,5 метров. В Грозном на финальной стадии возведения сразу несколько спортивных объектов. Рамзан Кадыров посетил высокогорный Тумкалинский район вместе с гостями из Объединенных Арабских Эмиратов. В своей социальной сети политик рассказал, что проводить холодный вечер у костра, наслаждаясь вкусной едой, теплым общением и слушая мотивы песен любимых исполнителей – это приятные и ценные моменты. Встреча политика с гостями прошла на территории всесезонного курорта «Ведучи». Напоследок руководитель субъекта рекомендовал почаще выбираться на природу, любить ее и получать много приятных эмоций. Это позволит лучше отвлечься от работы и повседневной суеты. Заместитель председателя правительства Айшат Кадырова посетила школы искусств в Грозном и Аргуне. Айшат Рамзановна передала ученикам и учителям музыкальные инструменты и аппаратуру. Для того, чтобы дети занимались в максимально комфортных условиях, было решено в будущем провести ремонтные работы в учреждениях. Медицинские эксперты благотворительного фонда «Дети-бабочки» провели в Грозном образовательную конференцию на тему «Инновационные методы диагностики, лечения и сопровождения пациентов с орфанными болезнями дермы для генной терапии». Мероприятие состоялось на базе кожно-венерологического диспансера, где наблюдаются пациенты с указанными заболеваниями. В ходе обсуждения также была поднята тема перспективы создания регионального центра генных дерматозов, что позволит пациентам получать необходимую медицинскую помощь централизованно по месту жительства. Самые важные моменты законспектировал Турпалали Тайсумов. Кожные заболевания, передающиеся на генном уровне, это не приговор. С патологией борются, причем очень эффективно. В одной из столичных клиник прошла конференция на тему «Инновационные методы диагностики, лечения и сопровождения пациентов с орфанными болезнями дермы для генной терапии». Обучаемое мероприятие прошло для врачей и среднего медицинского персонала. Но сегодня в нашей республике 28 пациентов детского возраста с диагнозом булезный эпидермолиз и 3 взрослых. Но здесь очень важно отметить то, что мы этих пациентов не делим на детей и взрослых. То есть наше сопровождение команды врачей продолжается на протяжении всей жизни этого пациента. Продолжается больше 10 лет, и сегодня это будут все те наши пациенты, которые растут вместе с нами в нашем сопровождении. Это патронаж, который мы проводим очень часто, практически каждый год, где мы оцениваем состояние детей, оцениваем их потребности и дальше решаем вопрос о дальнейшей тактике лечения и ведения таких пациентов. А также еще в связи с тем, что выходит новый таргетный препарат для лечения дистрофической формы булезного эпидермолиза, мы также оценим тяжесть этих детей для того, чтобы подать этих пациентов в круг добра. В ходе встречи эксперты фонда «Дети-бабочки» осветили основные вопросы диагностики и ведения пациентов с кожными патологиями и ознакомили коллег с последними достижениями в терапии, к примеру, генодерматоза. Благодаря поддержке главы республики более 10 лет назад в Чеченской республике была собрана колоссальная мультидисциплинарная команда, которая на Северном Кавказе в настоящее время является одной из самых экспертных и самых сильных. Есть уникальные специалисты, которые занимаются помощью пациентам с тяжелыми формами заболеваний кожи и помогают им в том числе в решении сопутствующих проблем с слизистой полости рта, это стоматологическая помощь. То есть не только дерматологическая помощь, а хирургическая, стоматологическая, педиатрическая, терапевтическая. Поэтому это крайне важно, что такой экспертный центр начнет функционировать в Чеченской республике.
Данное мероприятие состоялось в рамках совместного проекта «Дети-бабочки» с созданным президентом России Фондом поддержки детей с редкими заболеваниями «Круг добра». И первые 47 пациентов из 23 регионов получат помощь в 2025 году. Сейчас, благодаря достижениям науки, генной терапии, качество жизни пациентов может незначительно отличаться от здорового и активного человека. Созданные фонды помогут нуждающимся справиться с тяжелыми недугами, чтобы они навсегда остались в прошлом. Турпал, Лолита Исумов и Шамсуди Джабраилов. Вести. Чеченская Республика. В региональном управлении Росгвардии состоялась пресс-конференция для средств массовой информации под председательством заместителя руководителя управления, начальника Центра лицензионно-разрешительной работы Усмана Дакаева. Спикеры напомнили о сроках действия разрешительных документов, о правилах хранения и ношения огнестрельного оружия, а также о своевременном продлении разрешительных документов. Завершая встречу, офицеры довели до граждан, владеющих огнестрельным оружием, информацию о том, что с недавнего времени появилась возможность безвозмездной передачи принадлежащего им на законных основаниях оружия в подразделения государственных военизированных организаций для реализации задач в зоне специальной военной операции. Что касается применения оружия, вопрос такой очень емкий и очень важный. Смотрите, гражданин может применить оружие в случае, если есть угроза его жизни, здоровью, его собственности, находясь в состоянии необходимой обороны. Это очень важно. И здесь нужно помнить, что нельзя превышать пределы необходимой обороны. В Грозном активно ведется строительство сразу 4 крупных спортивных объектов. Это универсальный комплекс с 2 бассейнами олимпийского класса, первая профессиональная школа тенниса с 8 кортами, а также центр спортивной борьбы и фехтовальный комплекс. Каждый из них уникален по своему современному дизайну, а некоторые из них впервые представлены в нашей республике в своих видах спорта. И все они направлены на популяризацию и развитие олимпийских видов спорта. Валентина Гусевская о сроках завершения работ. Спортивную школу тенниса в Шейх-Мансуровском районе Грозного планируют ввести в эксплуатацию под Новый год. Сооружение – одно из 4 объектов, строящихся в рамках федерального проекта «Развитие физической культуры и спорта». Площадь застройки почти 5000 квадратных метров, вместимостью 8 теннисных кортов. 4 будут под открытым небом, еще 4 под навесом. Главная задача сейчас – провести тепло. Затем будет этап финишной чистовой отделки. В административную часть уже активно завозят мебель. Это здание входит в категорию большепролетных. То есть несущими конструкциями являются дугообразные клееные деревянные балки. В центре здания и внутри нет необходимости в опорах, то есть в колоннах. Пространство остается свободным и очень удобным для размещения теннисных кортов. Одновременно на соседнем участке возводят физкультурно-спортивный комплекс с бассейнами. Уже видны очертания резервуара глубиной 5 метров. Все работы ведутся по международным стандартам. На это особо обращают внимание сами спортсмены и организаторы соревнований. Бассейн для прыжков будет оснащен трамплинами в 4 уровня. На данный момент завершены работы по установке 3 и 5,5 метров. Впереди монтаж 7 и 10 метров. Здесь же разместят бассейн для плавания. Несколько тысяч кубов воды будут очищать 8 этапов. В здании предусмотрена зона для зрителей на 520 мест с размещением трибун. Срок сдачи этого комплекса назначен на середину следующего года. Сейчас в здании достраивают опоры, параллельно проводят электричество. Уникальность вот этих наших фонарей, скажем, что мы сейчас в данное время вешаем над бассейнами, это непосредственно, они в ширпотребе такие не значатся, они все сделаны по заказу, чтобы свет освещал конкретно в люменях, если хотите, все 74 800 люменей. В то же время на другом конце города, в Ахматовском районе, идет строительство еще 2 объектов – универсального фехтовального комплекса и республиканского центра спортивной борьбы имени Рамзана Кадырова на 2000 посадочных мест для зрителей. В основном все работы уже произведены. Система вентиляции, кондиционирования, дымоудаления, системы отопления. Комплекс предполагает 2 режима эксплуатации. Тренировочный с настилом 8 ковров и соревновательный на 5. Предусмотрены раздельные входы для зрителей, спортсменов и тренеров. Зона для VIP-гостей, судейских бригад. В данное время у нас сейчас идет здесь штукатурные работы, а потом уже и малярные непосредственно пойдут дальше. Бетоноконтакт, там, где блоки
это грунтовкой. Все как положено по технологии у нас. Во время соревнований спортсменов разместят в гостинице. Здесь 62 двухместных номера. На первом этаже будет столовая. Вот объекта в эксплуатацию рассчитан на конец года. 4 комплекса обеспечат рабочими местами более 300 человек. Валентина Гусевская, Шамсуди Джабраилов, Магомед Ахматов. Вести, Чеченская Республика. Грозный в эти дни стал культурным центром. Искусство, вызывающее одновременно трепет и восторга, можно услышать во Дворце торжеств имени Дагуна Амаева. Представители из регионов России, Китая и Монголии приехали для участия в вокальном конкурсе. Фестиваль «Орфей», посвященный памяти выдающегося исполнителя Муслима Магомаева, проводится уже в 7-й раз. Медина Мударова погрузилась в мир прекрасного и возвышенного. Международный фестиваль-конкурс «Орфей» памяти народного артиста Муслима Магомаева собрал сильнейшие голоса России и зарубежья. Беларусь, Китай, Монголия, Малайзия, Узбекистан. 75 вокалистов съехались, чтобы сразиться за главный приз. Я из Монголии. Впервые приехал в Чеченскую Республику. Это для меня новое и интересное место. Я собираюсь представить 2 произведения. Это ария Лескова, Чайковского и романс Шуперта. Надеюсь, что смогу достойно представить уровень оперного искусства Монголии. В исполнении симфонического оркестра Чеченской государственной филармонии прозвучала чеченская увертюра, написанная российским композитором Владимиром Качесовым специально для этого мероприятия. Фестиваль впервые проводился в 2018 году. С тех пор он стал ежегодным и проходит в Грозном уже в 7-й раз. Цель конкурса – сохранить и развить национальные и культурные традиции народов России и зарубежных стран. Участников поприветствовала первый заместитель министра культуры региона Дина Шагидаева. Дорогие гости, уважаемые члены жюри, наши дорогие участники, разрешите от лица министра культуры Чеченской Республики Исым Мухаммеда Хабиевича Ибрагимова и от себя лично поприветствовать вас в стенах этого прекрасного Дворца торжеств имени Дагуна Амаева. Город Грозный вновь открыл для вас свои гостеприимные двери, и мы вам всегда рады. Очень приятно видеть сегодня вновь знакомые лица, которые из года в год приезжают, чтобы попробовать свои силы. Участники будут соревноваться за победу в 2 номинациях – академический и эстрадный вокал, а также за звание Гран-при «Орфей-2024». Победителя определит компетентное жюри, многие из которых были знакомы лично с Муслимом Магомаевым. Магомаевым я лично был знаком. Вот, мне, так сказать, мы как бы вместе встречались часто на концертах. Поэтому для меня это вот приглашение на этот фестиваль-конкурс, это очень почетное приглашение. Я с удовольствием принял его и надеюсь, что наши конкурсанты нас не подведут и порадуют. Вот, потому что голоса при отборе были очень хорошие. Поэтому у нас есть, наверное, очень хорошие будут певцы, артисты, которые, так сказать, покажут то мастерство, которое приближается к Магомаеву самому, который владел и академом, и эстрадой. Открытие конкурса сопровождалось яркими выступлениями членов жюри, настоящих мастеров сцены. Зрители смогли насладиться изысканными оперными произведениями и проникновенным романсом из репертуара легендарного Муслима Магомаева. В завершении всех участников пригласили на сцену. Среди них множество жителей Чеченской Республики. Абдулкерим Мускеев в этом году принимает участие в конкурсе уже в 3-й раз. В 2023-м мужчина стал лауреатом 2-й степени. Конкурс памяти народного артиста СССР Муслима Магомаева славится своей организованностью и здоровой конкурентностью. Поэтому я с каждым годом пытаюсь готовиться все лучше и лучше и представлять уже лучший готовый материал на сцене. Конкурс проводится в рамках национального проекта «Культура» при организационной и финансовой поддержке Министерства культуры России и Чеченской Республики. Организаторы обещают, этот фестиваль-конкурс будет куда сложнее предыдущих. Требования к участникам и выбранному репертуару выше, а оценка жюри жестче. Медина Мударова, Ислам Нацуров, Магомед Ахматов, Вести, Чеченская Республика. Школе селения Солнечной Республики Дагестан присвоили имя чеченского ученого, доктора экономических наук Рамзана Асхабова. На церемонии присутствовали члены семьи, многочисленные родственники, друзья, коллеги и одноклассники.
Также мероприятие посетила официальная делегация из Чеченской Республики. Заместитель председателя парламента Аднан Нагаев отметил, что это событие является важным достижением и источником большой радости для всего чеченского народа. В качестве подарка он передал общеобразовательному учреждению картину с изображением наших сторожевых башен и книги соотечественников. Рамзан Асхабу Хазгарчал Шедюнан лица, Нохчер лица, Динца, Эльманца, Шагуйха айтан, Халкан Махкан Пайдабиан, Дукку Кигихой, Киабин, Эльмя, Воз Эльманца, Йокки Улчия, Шиентях, Шварк Дисан, Язин Джейняш Долша, Вайпоман Халкан Пайдабиан Махкя, Онах Болш, Ауган Кантуй дали, Дегал Уэль дали, Осман Хаш Уэль, Сунах Исан Мял Болчарах, Так Цюнцер Хара Ишкуэл Цетиллера, Бог Юахкамбу, Аш Идагадина, Игул Халятса, Идиахардина, Игул Чакдакара, и Витцевара, Шунмасан, Дейл Резгуль, Далчье Дуахдуэль. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать и на наших аккаунтах в социальных платформах и в приложении «Смотрим». С вами был Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только хорошие вести.